26 марта этого года Сосногорской ТЭЦ исполняется 60 лет. На сегодняшний день предприятие является одним из крупнейших производителей электроэнергии и тепла в Республике Коми. За 6 десятилетий установленная электрическая мощность теплоэлектроцентрали возросла в 16 раз и составляет сегодня 377 мегаватт. Годовая выработка электроэнергии увеличилась в 40, а годовой отпуск тепла в 24 раза. Сосногорская ТЭЦ, она изначально строилась с учетом потребностей всей республики. Первоначально 24 мегаватта, потом еще 3 раза по 50. И в 1971 году, когда отложили строительство Печорской ГРЭС, еще расширили на 200 мегаватт нашу станцию. До сих пор электроснабжение республики – это наше занятие, наша работа. Генерирующее оборудование ТЭЦ регулярно проходит испытания, подтверждая свою способность к длительной работе на максимальных параметрах. Ежегодно на станции выполняется большой объем капитальных, средних и текущих ремонтов, призванных обеспечить надежную работу оборудования. Большие средства вложены и в обновление теплосетей. Сосногорская система снабжения теплом и горячей водой является одной из самых надежных и современных в Республике Коми. Невзирая на то, что мы отмечаем 60 лет, наша мощность ни на 1 мегаватт не изменилась, не упала, мы поддерживаем все в идеальном состоянии. Даже самое современное и надежное оборудование бесполезно без квалифицированного персонала. Коллектив Сосногорской ТЭЦ всегда отличался высоким профессионализмом и преданностью своей работе. Светлана Потокова пришла на предприятие в 1978 году, сразу после окончания школы, дежурным электрослесарем цеха тепловой автоматики и измерений. В коллектив теплоэлектроцентрали влилась словно во вторую семью, говорит Светлана Борисовна. Тогда очень трепетно относились к молодым кадрам. Было очень хорошо развито наставничество, и нас принимали как в родную семью. То есть за нами был прикреплен наставник, нас вводили постепенно в профессию. И остались о тех временах довольно очень теплые воспоминания, потому что это была не только работа, это была и общественная работа, это участие во всевозможных конкурсах. Такое отношение к молодым кадрам на Сосногорской ТЭЦ сохранилось и сегодня. Коллектив предприятия постоянно пополняется специалистами, которым в будущем предстоит стать основой энергетики Республики Коми. Роман Гурьянов работает на ТЭЦ меньше года. Сейчас машинист Центрального теплового счета управления котлами только постигает профессию. В этом молодому человеку помогают его опытные коллеги. Встретили хорошо, коллектив очень дружный. И каждой смене он по-своему дружен, и все работают как одна семья. Соответственно, что-то непонятно там показали, здесь все расскажут, покажут, еще раз расскажут, покажут, как надо, как не надо, зачем следить, все подводные камни, нюансы. Ярким примером ответственного отношения коллектива Сосногорской ТЭЦ к своей работе является искреннее желание многих сотрудников теплоэлектроцентрали внести свой вклад в развитие предприятия. Слесарь по ремонту и обслуживанию средств тепловой автоматики и измерений Александр Дроздов в конце 90-х годов стал автором стенда, позволяющего дистанционно проверять работоспособность оборудования. Мы получали новые пускатели. Пускатель – это устройство, которое запускает электродвигатель, электропривода, клапана. Мы их установили. В какой-то момент получилось так, что не могли определить, почему не работает электропривод. И работал у нас еще один товарищ со мной. Мы решили создать такой стенд. Получилось. И мы с этим стендом могли проверить это устройство прямо по месту, не принося его в лабораторию. Сегодня на Сосногорской ТЭЦ трудятся свыше 250 человек. Юбилей предприятия все они встретят на рабочих местах. Ведь главная задача коллектива теплоэлектроцентрали – обеспечить светом и теплом потребителей. С ней они успешно справляются уже 6 десятилетий и продолжают с уверенностью смотреть в будущее. Андрей Калиничев, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. 10 шагов по профилактике коронавирусной инфекции. Первый шаг. В период нарастания респираторных инфекций постарайтесь воздержаться от посещения общественных мест, торговых центров, праздников, мероприятий с большим скоплением людей, а также фудкортов и открытых прилавков с пищей. Второй шаг. Регулярно мойте руки с мылом, обрабатывайте их спиртосодержащим средством.
Третий шаг. Не трогайте руками глаза, нос и рот. На руках может быть вирус, который вы перенесете с кожи рук в организм. Четвертый шаг. Дезинфицируйте гаджеты, которые вы носите с собой и которыми могут воспользоваться дети. Пятый шаг. Всегда имейте при себе салфетки, чтобы открыть в общественном месте дверь туалета или ручку крана с водой, на котором может быть вирус. Шестой шаг. Соблюдайте дистанцию. При приветствии воздержитесь от рукопожатий, объятий и поцелуев. Если не удается избежать посещения общественных мест, держитесь не менее чем на расстоянии метра от других людей. Седьмой шаг. После возвращения с улицы и контакта с посторонними людьми всегда тщательно мойте свои руки и руки ребенка. Восьмой шаг. При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя. Сразу выкидывайте использованную салфетку и тщательно вымойте руки. Девятый шаг. Каждый член семьи должен пользоваться только индивидуальными предметами личной гигиены, своим полотенцем, своей зубной щеткой. Десятый шаг. Регулярно проветривайте помещение, в котором находитесь. Будьте здоровы! Ежегодно с началом весны жители Сосногорска сталкиваются с проблемой вывоза снега. Жалобы поступают на состояние как дворовых территорий, так и городских дорог. Этот вопрос обсудили на очередной встрече с коммунальщиками, которая прошла в управлении ЖКХ администрации Сосногорского района. Как отмечают специалисты, за надлежащее состояние дворов отвечают управляющие организации. При этом перечень работ должен быть указан в договоре между компанией и жильцами. Иногда в документе прописано только сгребание снега. Заявку на вывоз в таком случае нужно делать отдельно. Поэтому прежде всего житель и гражданин должен знать тот перечень работ, который у него предусмотрен договором управления. До конца марта специалисты управления ЖКХ будут контролировать качество работ, выполняемых коммунальщиками. В ходе выездных проверок будет оцениваться состояние кровель и дворов. О наличии сосулек, наледи и снежных завалов горожане могут сигнализировать в управление жилищно-коммунального хозяйства. В случае, если после проведения проверки двор окажется некачественно почищен, кровля имеет сосульки, будет выписан акт об устранении недостатков. В случае, если недостатки не будут устранены управляющей организацией, будет выдано предписание. В случае, если вы житель и видите, что ваш двор некачественно почищен, либо имеются снежные или ледяные массы на кровле, просим вас обращаться в управление ЖКХ по телефону 52065, сообщить нам адрес, мы выйдем, проведем проверку. Очищаются от снега и сосногорские дороги. Делается это там, где невозможно сгребание снежной массы на обочины. Это улица Лесная, улица Пионерская, частично улица Гоголя, улица Горького, улица Энергетиков. Все остальные улицы мы снег сгребаем. В управлении жилищно-коммунального хозяйства отмечают, что этой зимой в связи с большим количеством осадков список улиц и дорог, с которых снег вывозится, увеличен. Работы на этих улицах уже проводятся. Андрей Калиничев, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. Как и где сдать нормы ГТО? Этими вопросами задаются многие жители нашего района. На сегодняшний день приобщиться к здоровому образу жизни и вступить в ряды спортсменов старается все больше сосногорцев, что говорит о популярности комплекса «Готов к труду и обороне». Чтобы количество желающих приобщиться к нему еще увеличилось, специалисты отдела физкультуры и спорта администрации муниципалитета ответили на волнующие сосногорцев вопросы на прямой линии в общественной приемной главы республики Коми по Сосногорскому району. А вот подскажите, пожалуйста, куда мне нужно будет подойти? Или, может быть, вот в праздничное такое мероприятие? Какое вы посоветуете? Или к вам подойти это куда? К нам подойти, это муниципальный центр тестирования, находится он по адресу универсальный спортивный комплекс «Метеор» на втором этаже, отдел спортивных проектов. Какой адрес, подскажите, пожалуйста? Гоголя 10. Гоголя 10. Угу. УСК «Метеор». Телефончик у вас, чтобы связаться? 6 73 31. Но чтобы приступить к сдаче нормативов, нужно пройти обязательную регистрацию, а также получить медицинскую справку. Для того, чтобы сдать норму ГТО, надо зарегистрироваться на сайте ВФСК ГТО и получить УИН номер, который присваивается вам непосредственно до конца вашей жизни. Вот. Заходите на сайт ГТО ВФСК, и там есть регистрация. Для того, чтобы зарегистрироваться на сайте и получить УИН номер, вам нужна также электронная почта, на которой приходит пароль
И дальше вы начинаете регистрироваться. Когда зарегистрируетесь, вы получаете УИ номер, ваша сразу высвечивается ступень и какие нормативы вам нужно сдать. Нормативы комплекса «Готов к труду и обороне» поделены на 11 возрастных ступеней. С 1 по 5 для школьников от 6 до 17 лет. Остальные 6 для взрослых от 18 и старше. Нормативы для мужчин сложнее, чем для женщин. В тесты входит 13 видов спортивных упражнений. Часть из них обязательна. Другую часть можно выбрать из предложенных. Скажите, пожалуйста, я, например, вот не умею плавать. Но точно знаю, что при сдаче норм ГТО необходимо вот это плавание, 50 минут, по-моему. Точно смотрите. Вот. Плавать не умею. Можно ли плавание заменить Смотрите. чем-нибудь или нельзя? Можно. Плавание у вас, оно не обязательно, а по выбору. То есть вы можете плавание заменить любым другим испытанием. Напомним, что в Сосногорском районе на данный момент закреплено 9 мест тестирования, где любой желающий сможет выполнить нормативы комплекса. За более подробной информацией вы всегда можете обратиться в муниципальный центр тестирования по номеру 6 73 31. Влада Гришаева, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск.